Добрый день, уважаемые члены жюри. Мой доклад на тему «История происхождения фамилий гимназистов Вильнюсской юношеской гимназии». Выполнил Эверстов Дима, гимназист 7 Б класса Вильнюсской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Руководитель Смирникова Ирина Егоровна. Цель исследования – изучить историю происхождения фамилий гимназистов, сделать их классификацию. Задача исследования – изучить литературу о теме о возникновении фамилий с точки зрения антропонимики. Исследовать происхождение фамилий учащихся 6-8 классов МБУ Вильнюсской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Третье. Классифицировать фамилии на группы по значению в зависимости от истории их происхождения. Нарезное исследование. Сделана классификация фамилий и гимназистов по истории происхождения. Актуальность исследования. На сегодняшний день тема происхождения значения фамилий является одной из актуальных тем, как многие стали интересоваться своей родословной. Данная тема изучена хорошо и продолжается ее изучение. Гипотеза. Изучая фамилии, можно узнать много интересного об истории народа и его языка. Предполагаю, что большинство фамилий гимназистов – это русские фамилии, образованные они от имен собственных. Объект исследования – фамилии учащихся Вильнюсской юношеской гимназии. Предмет исследования – история происхождения и значения фамилий. Методы исследования. Первое – теоретический анализ литературы по теме. Второе – поисковый. Третье – сравнение. Четвертое – обобщение полученных данных. Антропонимика. Раздел ономастики, изучающий антропониму. Имена людей, личные имена, отчество, фамилии, прозвища, псевдоним, зашифрованные имена и так далее. Группы русских фамилий. Фамилии образованы от канонических и различных народных форм имен, полученных при крещении. Иванов, Петров и так далее. Второе. До 13 века большинство русских фамилий людей носили еще и мирское церковное имя, Бесон, Нечий и тому подобное. Нередко потомки получили фамилию от этого обиходного имени или прозвища. Третье. Фамилии образованы от названия местности, родом откуда был один из предков. Основной таких фамилий становились разные географические названия городов, деревень, станиц, рек, озер и так далее, новгородов. Фамилия образована от профессиональных прозвищ предков. Пятое. Группа фамилий, которые получали учащиеся духовных заведений. Либо какие-то экзотические названия, либо церковные праздники, отсюда троицкие, рождественские, геоцветовые, кипарисовые. Шестое. Фамилии образованы от названия представителей животного мира, отсюда Зайцева, Воробьева, Медведева и другое. Классификация фамилий гимназистов 6-8 классов. От церковного имени 25 фамилий, от нецерковного имени 5 фамилий, от устаревших слов 2 фамилии, от названий новейших профессий 1 фамилия, от названий деревьев 1 фамилия, от прозвищ 13 фамилий, от рода деятельности и ремесла 7 фамилий, от иностранных имен и фамилий 4 фамилии. Заключение. Проведя анализ происхождения фамилий гимназистов, мы убедились в том, что между фамилией и историей народа есть очень тесная связь. Происхождение фамилий – это богатый материал для изучения истории народа и его языка. В целом мы рассмотрели 59 фамилий гимназистов. Наши выводы. Первое. В самом начале нашей работы мы предполагали, что большинство фамилий – это русские фамилии. Данное предположение было подтверждено. Действительно, 43% фамилий русские и только 7% относятся к иностранным. Бурнашов, Чучуа, Лонгинов, Багдашин. Большинство фамилий гимназистов образовано от личных имен. Фамилии, образованные от церковного имени, составляют 42%. От нецерковного имени 9%. Самыми распространенными являются фамилии, образованные от имен собственных. Менее распространенные фамилии образованы от устаревших слов. Бакшаков и Наговицын, а также от названий профессий докторов. Третье. Наиболее распространены фамилии, обозначающие ремесло. Свешников, Сыромятников, Колесников. Почему же в фамилиях в столь незначительной степени отражены названия новейших профессий? В XVIII веке
XIX веках специалисты, как правило, уже имели свои наследственные фамилии и в новых не нуждались. При рождении человеку давались две имени – церковное и календарное по имени супруга, не церковное. С XIV века начался процесс вытеснения из употребления неканонических имен, завершившийся к XVIII веку. Поэтому церковных фамилий больше, чем нецерковных. Данная работа может являться материалом для составления словаря фамилий учащихся и работников нашей гимназии. Спасибо за внимание.